Кадровые назначения. Сегодня в ряде министерств и ведомств региона представлены новые руководители. Лавочка есть, и такой декоративный пешеход есть. Инспекция объектов здравоохранения. Юнусбек Евкуров лично проверил готовность к открытию амбулатории в Насыр-Корте и Гамурзиево. Очень много скал, которые потенциально пригодны для прыжков. То есть хочется здесь ходить, прыгать, исследовать. Экстремалы, парящие в небе. В горной Ингушетии стартовал международный фестиваль бейсджампера в памяти Глеба Воеводина. О пенсии и не думает. Расскажем о добровольных трудовых буднях сотрудника НТРК Хаважа Аушева. Периода Елизаветы. Тоже ценная, очень дорогая монета. Жизнь среди ценных предметов. Сколько экспонатов собрал за полвека ювелир-коллекционер Абубакар Султыгов, узнаем у Мадины Пугоевой. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. В Ингушетии путем слияния нескольких природоохранных органов образовано Министерство природных ресурсов и экологии. На вновь образованную структуру возложены функции упраздненных Комитета Республики по экологии и природным ресурсам, Комитета по лесному хозяйству и управлению Ингушетии по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Руководителем нового министерства стал Магомед Бабхоев. Его сегодня представил глава Ингушетии. Также Юнусбек Евкуров представил руководителей ряда других министерств. Подробности в материале нашего корреспондента. Создание одного ведомства вместо трех стало мерой по оптимизации органов исполнительной власти региона. На должность министра природных ресурсов и экологии указом главы республики Юнусбека Евкурова назначен 34-летний бывший председатель комитета Ингушетии по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев. Сегодня руководитель министерства был представлен коллективу нового ведомства. Нам надо реально повернуться лицом такой болезненной темы, как природа, как экология. Надо более тесно взаимодействовать с федеральными структурами. И на базе комитета не всегда качественно это получалось. Изучить опыт работы своих коллег, как в Северокавказском регионе, так и в других. Мы должны проработать вопросы, изучить работу федерального министерства, тесно наладить работу со всеми профильными департаментами в федеральном министерстве и, конечно, ввести окончательно в строй вот те подразделения, которые мы тоже ввели в строй уже нового министерства. Это и Комлесхоз, это охрана животного мира, ну и так далее. Те организмы, которые мы сюда вводим. Юнусбек Евкуров отметил, что Магомед Бабхоев за последние несколько лет зарекомендовал себя как профессионал и неравнодушный к своему делу человек. Прошел путь от рядового специалиста до председателя ведомства. Бабхоев Магомед Мусаевич показал себя по всем направлениям, и инициативным, и грамотным, и толковым, и самое главное, неравнодушным человеком к своей профессии, к своей работе. Поэтому выбор пал на него, поэтому указом моим в соответствии со статьей 9 Конституционного закона Республики Ингушетия о правительстве республики Бабхоев Магомед Мусаевич назначен министром природных ресурсов и экологии республики. Вчера этот указ подписан, поэтому у нас новое министерство и новый министр. Под руководством Бабхоева в регионе реализованы и еще реализуется ряд масштабных проектов в области экологии. Уже второй год подряд Ингушетия является победителем экологической акции «Вода России», крупнейшей в стране. Республика постоянно занимает лидирующие позиции по числу участников. Надо целую базу создавать по нашим природным ресурсам, по нашим возможностям. Но для этого, я еще раз говорю, не надо изобретать велосипед, надо просто изучить опыт регионов, посмотреть, выходить на министерство
и профильно в этом направлении работать. Правительству надо взять на контроль, чтобы у нас ни один департамент профильный не остался вне внимания, вне контроля, вне взаимодействия нового министерства. В свою очередь, Магомед Бабхоев поблагодарил главу региона за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для его оправдания. Башкалдяре Асхул за доверие, за создание такого мощного, уверенно продуктивного органа. Мы это считаем очень высокой оценкой авансом, который мы непременно оправдаем. На протяжении последнего времени весь коллектив выкладывался по максимуму. И, думаю, результат уже есть. Все ваши задачи нам четко ясны. И имеем ясное представление, как мы будем все это делать по всем направлениям, по новым направлениям. И уверены, в ближайшие 2 года, пусть с запасом 3 года, все эти вопросы мы доведем до идеала. Поручение разработать и представить на утверждение отдельную региональную программу по совершенствованию работы подведомственных Минсельхозу предприятий озвучил Юнусбек Евкуров, представляя нового министра сельского хозяйства и продовольствия Хызыра Галаева коллективу ведомства. Глава отметил необходимость улучшения деятельности государственных сельхозпредприятий и КФХ, уделяя при этом особое внимание планированию работы. Сегодня жесткий контроль будет со стороны правительства. Каждая копейка должна дать результат. Если мы этого не добьемся, мы постоянно будем в хвостах. На это обращаю внимание. В первую очередь председателя правительства, и, конечно, нового министра. У каждого КФХ руководителя, а у директора ГУПа тем более, должна быть ответственность перед муниципальным образованием и сельским поселением. Я уже говорил, вот эти средства, которые там заложены на 2019 год, которые будут защищать, расписать, делить на 4 части. Одна часть, которая идет на зарплату, в первую очередь, людям, и на премиальные, и на другие вещи. Вторая часть, которая идет на обновление техники, удобрения, и так далее, и так далее. Третья часть, которая идет на поддержание мероприятий, которые проводятся в муниципальном образовании или в сельском поселении, тротуар положить, свет положить, столбы поставить, дом культуры поддержать. Как это было всегда. Говоря о профессиональных и личностных качествах нового министра, руководитель региона отметил, что коллектив ведомства хорошо знает назначенца, знаком с его трудовыми успехами. Кроме того, глава субъекта обозначил проблемы, стоящие перед новым министром. Замена осуществляется в рамках все-таки обновления и в целом Кабинета министров, и с учетом тех реалий, которые складываются в рамках развития агропромышленного сектора. Все вы знаете про майский указ президента Владимира Владимировича Путина. Этот указ надо более чем серьезно защищать и выполнять. Это 12 национальных проектов и довольно широкий объем средств и задач в этом указе, в этих национальных проектах отведено сектору агропромышленному. То, что вы акцентировали внимание по работе ГУПов, коллеги, это государственные предприятия, и все время содержать штат и платить государство не может. Когда-то время наступает X, и тот, кто работает, тот, кто зарабатывает, хотя бы самодостаточен, с ним будет отдельный подход, отдельный разговор. А те, кто не справляется, будут предложения, представленные главе субъекта. Здесь, коллеги, я вас попросил бы, давайте все-таки отделять государственное от частного, от собственного. Это не ваша собственность, вы правильно понимали, это собственность государства. И здесь будет, конечно, у нас очень жесткий контроль. Далее Юнусбек Евкуров вместе с Зелимханом Евлоевым представили коллективу Минстроя региона нового руководителя Османа Вышегурова. Глава подчеркнул, что назначенец имеет опыт работы на руководящих должностях в различных сферах, как в государственных органах, так и в коммерческих организациях. Мною по представлению председателя правительства принято решение о назначении на должность министра
строительства жилищно-коммунального хозяйства Хачигурова Османа Абдул-Саламовича. Насчет опыта работы в разных направлениях поработал, в том числе и в различных там, как мы говорим, земных должностях. Надеюсь, что тот опыт, который там прошел, будет эффективно использован в работе здесь, уже непосредственно в министерстве. По мнению главы региона, одна из первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем, достижение целей, установленных в майском указе президента Российской Федерации. Взаимодействие с федеральными и местными ведомствами. Ни одно министерство само по себе не должно работать. Все должны быть под жестким контролем аппарата правительства, вице-премьеров. Ну и, естественно, тесное взаимодействие с федеральными министерствами. Да, здесь должен сказать, что товарищу Цурову удалось наладить вместе с вице-премьером хорошую работу с федеральным министерством. Поэтому надо это продолжить, закрепить это направление. Здесь надо сказать, что я сейчас в Министерстве имущества говорил об этом, буквально за последние 3-4-5 месяцев начали, повернулись лицом к той проблеме основной, где там зависшие в воздух объекты, начали их оформлять. Надо эту работу продолжить. Ну и надо, конечно, улучшить работу качества контроля. Поэтому здесь прошу нового министра, председателя правительства, вице-премьера и всех вас, коллеги, учитывать это и сделать так, чтобы мы ситуацию выровняли, сделали лучше. Для этого не лишний изучить опыт, в том числе регионов. Цурову Рашиду Ахмедовичу хочу сказать спасибо за тот объем работы, который уже сделан. Ну и плавно перейдя дела и должность. И в последующем, естественно, быть помощником новому министру там, где в этом будет необходимость. Проведена реорганизация Министерства строительства. Мы включили в состав Министерства строительства и строительную жилищную, то есть стройнадзор. Включили в состав. Но здесь уже отдельно мы будем уже разговаривать по управлению капитального строительства, после как министр войдет в курс дела. Мы не хотели бы, чтобы министерство являлось сегодня только заказчиком объекта. Мы хотим, чтобы в целом жилищном строительстве, в целом осуществляли политику. И строительство индивидуального жилищного строительства, и частное, то, что строят многоквартирные дома. Сегодня, чтобы министр, у него были полномочия, также и надзорные, чтобы у него были эти полномочия. Значит, скажу сразу, что в некоторых субъектах такое наблюдается, и уверен, что при вашей помощи, при вашей поддержке мы те задачи, которые сегодня ставит глава субъекта, мы выполним. Напомним, указ о назначении Османа Вышегурова министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства был подписан накануне. На этом посту он сменил Рашида Цурова. До назначения на должность Вышегуров работал заместителем директора ГУП Управления капитального строительства Республики Ингушетия. Все, кто как-либо связан с вопросом учета, распределения и выделения земельных участков, несут персональную ответственность за самое строгое соблюдение установленных норм законодательства в этой сфере. Об этом глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил во время представления коллективу Министерства имущественных и земельных отношений Республики нового руководителя. Им стал Руслан Магушков. Для этого, по его мнению, совместно с другими региональными органами Минимуществу необходимо усилить работу по эффективному управлению земельными ресурсами республики, включая оформление прав на земли сельскохозяйственного назначения. Глава республики обозначил задачи, которые стоят перед новым руководителем. Юнусбек Евкуров поручил составить список неликвидных предприятий республики и выставить их на аукцион, составить план приватизации госсобственности. Плюс те проекты, объекты, которые неликвидные, которые надо или ликвидировать, или же надо передать кому-то, или же надо на аукцион выставить на продажу, чтобы оно работало все. И здесь тоже нет должной работы, поэтому тоже определитесь, посмотрите на работе этой проблемы. У нас есть такие предприятия, как ИЖБИ, завод Гиперпресс и так далее, и так далее. Есть ребята, которые хотят работать, содержать, сопровождать, вести. Формы должны быть разные. То ли мы полностью передаем в аренду, то ли мы безвозмездно передаем. То есть надо учитывать
Кому этот объект нужен? Если этот объект никому не нужен, он будет стоять, а мы будем там выставлять каждый год там на торги на такую-то сумму, его никто не покупает. То есть зачем это делать? Тогда надо находить человека, передавать ему бесплатно, безвозмездно, чтобы этот объект работал. Руководитель субъекта выразил уверенность в том, что новый глава ведомства продолжит улучшать уровень работы и дисциплины в министерстве. Руслан Магушков поблагодарил Юнусбека Евкурова за оценку его профессиональных качеств, заверив участников встречи, что постарается приложить максимум усилий, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров сегодня выехал в Насыркорт проверить, готова ли к открытию новая сельская амбулатория, сдача в эксплуатацию которой планируется в ближайшее время. Осмотрел полностью помещение и кабинеты, прошелся по прилегающей территории и поручил благоустроить ее. Глава Ингушетии обратил внимание на отсутствие скамеек во дворе. Сказал, что это нужно срочно исправить. Он подчеркнул, что людям нужно создавать самые комфортные условия. Персоналу для работы, пациентам, нуждающимся в медицинских услугах, для ожидания и повторных визитов. Такой уплотнить его надо. И вся еще лавочка вот есть, и такой декоративный пешеход есть речь. Понятно? Задача. А уже территорию там разровнять, все это делать власти города, а канал ОВМОС. В новом одноэтажном здании будут просторные и светлые кабинеты. И, как отметила министр здравоохранения, амбулаторию оснастят современным медицинским оборудованием. Этот объект, он был жизненно необходим для Насыркорта, потому что доступная помощь, когда нет комфортных условий для того, чтобы врачи могли вести прием, а пациенты приходить в комфортных условиях, получать услуги, конечно, бывает очень затруднительно. И то, что вот сегодня уже вот амбулатория выстроена, она будет открываться в ближайшее время, и сегодня мы приехали вот посмотреть готовность к открытию данного объекта. Готовность высокая, надо сказать, что не только вот сам корпус очень комфортный, со всеми условиями, необходимыми для приема пациентов, но и наличие оборудования, необходимого для обследования пациентов. Здесь же есть лаборатория, здесь же есть УЗИ, диагностика, эндоскопия и так далее. Все, что необходимо для того, чтобы оказать вот первичную помощь, диагностическую помощь. Это не единственное медицинское учреждение, готовящееся к открытию. Современную врачебную амбулаторию возвели и в Альтиево. Ее, кстати, также проинспектировал сегодня глава Ингушетии. А накануне там побывала наша съемочная группа. Объект рассчитан на 100 посещений в смену. Строили его на перспективу с расчетом на обслуживание сразу 2 населенных пунктов – Альтиева и Гамурзиева. Слово Мадине Пугоевой. Наматывать круги в поисках местной амбулатории – дело не из легких. О том, что участковые врачи ведут прием пациентов в здании Назрановской городской больницы, знает далеко не каждый, а потому и визит к медикам немного затягивается. До недавних пор сотрудники Гамурзийской и Альтийской амбулатории работали в неприспособленных помещениях. 3 кабинета между собой делили сразу несколько врачей. Лаборатория и процедурный кабинет располагались в одном помещении, а некоторых специалистов и вовсе не было. С 2016 года мы располагаемся на здании НГБ. Конечно, условия у нас хорошие по сравнению с тем, что было. У каждого врача свой кабинет. У нас есть кабинет ЭКГ, УЗИ, отдельные кабинеты. Гинеколог принимает в своем кабинете. Единственный минус, что мы тут располагаемся только временно. Мы все-таки ждем свое постоянное помещение и надеемся, что скоро переедем. Чаяния медиков не напрасны. Строительство нового здания для участковых врачей уже завершено. Двухэтажный корпус лечебного учреждения разделит между собой врачи Альтиевской и Гамурзиевской амбулатории. Все необходимые коммуникации сюда уже провели. Рабочие закончили внутреннюю отделку, налаживать систему безопасности и даже приступили к сборке мебели. В каждых кабинетах ставим оборудование. На 2-м этаже уже готово практически. Спустимся на 1-й этаж завтра, а потом уборка. И будем сдавать до 15-го. Дана команда, поручение нам, чтобы объект был сдан.
6 участковых терапевтов, 8 педиатров, детский уролог-травматолог и ряд других врачей узких специальностей. Вместе с новым корпусом амбулатории получат новое современное оборудование. В полной мере заработает лабораторное диагностическое отделение, кабинет физиотерапии и рентген. Удобство появится и у пациентов. Добираться сюда на общественном транспорте местным жителям будет комфортнее, уверены власти города. К тому же в шаговой доступности находится и администрация 2 административных округов. табага хабакка чо этубош ботигер хани алча оза хатбош асфальб оза хатбош асфальб и дальше курта элтюрта ше ваши китте дивана что бахжнах бирш табага хабага вейнаха оза хало хугяца хетсу откуда халхудас дали андали ше лож хатбакка табага парату хугян. Удобства здесь создали и для людей с ограниченными возможностями. Колясочники смогут попасть на прием к нужному врачу благодаря вертикальному подъемнику. Впрочем, оценить удобство медучреждения пациенты смогут уже через пару дней. Официальное открытие еще одной амбулатории в ближайшем будущем состоится и в сельском поселении Насыркорт. Мадина Пугоева, Хамзат Халхоев, Новости 24. Сегодня в Джайрасском районе стартовал международный фестиваль бейсджамперов в памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту экстремала Глеба Воеводина. В соревнованиях принимают участие спортсмены из США, Голландии, Швейцарии, Мурманской, Московской областей и Москвы. Фестиваль в Ингушетии проводится не впервые. Показательные прыжки, в том числе и групповые, проходят с гор Цейлом и Мятлом. В первый день 8 бейсджамперов совершили прыжки с 3 точек. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Бейсджампинг-клуб «Легенды гор» вновь заполнился гостями. Очередной фестиваль по этому зрелищному виду спорта стартовал в нашей республике. Участников поприветствовали хозяева фестиваля. Хочу вас всех поприветствовать, всех представителей всех областей нашей большой страны. В первую очередь я хочу вам пожелать всем удачи, легких прыжков, легкого приземления, или как это у вас называется, да, без травматизма. Удачи вам, ясной, хорошей погоды. Еще раз добро пожаловать в Джайрасский район. Вам, как спортсменам, желаю, чтобы все прошло у вас без травм, без последствий, говорится, чтобы вы покидали нашу землю гостеприимную с хорошими яркими впечатлениями. Ждем вас вновь в нашей гостеприимной земле. Удачи всем еще раз. Бейсджампер – это такой спортсмен, который за несколько десятков секунд полета посещает достопримечательностей больше, чем обычный турист за 3-дневную экскурсию. К своему очередному воздушному путешествию наши гости готовятся основательно. Проверить все свое снаряжение еще один раз лишним не будет. На кону без преувеличения человеческая жизнь. Ну а первые впечатления от Ингушетии самые позитивные. Очень бодрит Ингушетия. Не ожидал видеть такие просторы, такой масштаб гор. Честно говоря, не представлял, что в России это вообще возможно. Вот, скалы интересные, то есть едем, даже в машине смотрим. Очень много скал, которые потенциально пригодны для прыжков. То есть хочется здесь ходить, прыгать, исследовать. Если некоторые из этих ребят в Ингушетии впервые, то Элина Фарапаева посещает Ингушетию уже в 3-й раз. Ощущения непередаваемые, делится она. Нужно и дальше развивать бейсджампинг в нашем благодатном крае. Здесь потрясающий город для прыжков, с них как раз таки огромные перепады и невероятная красота. Вот, и хочется приезжать и приезжать, смотреть на это, наслаждаться, дышать этим воздухом. Вот. А также замечаем, как развивается этот регион. Вот построили новую дорогу, положили. Это очень здорово, и хотелось бы приезжать сюда еще. Подниматься несколько часов на высокую точку ради 30-40 секунд полета не каждый может понять. Однако, увидев кадры полета между башен, любой захочет повторить это сам. Бейсджампинг для многих ребят не просто увлечение, а образ жизни. Бейсджампингом я начал заниматься 12 лет назад. Прыгать начал с детства, с 13 лет. Через 10 лет на аэродроме стало скучно. Появилась альтернатива, и, в принципе, она перспективнее, интересней. Бейсджампинг, как и многие другие экстремальные виды спорта, имеет большие перспективы в Ингушетии. Главное – взять нужный вектор развития, что уже сделано. Дальше только работа, чтобы Ингушетия стала интересной экстремалам. Когда мы здесь, нам недалеко, они намного дальше живут, приезжают сюда с радостью. Мы очень редко сюда приезжаем, и когда вот смотрим по сторонам, прямо аж дух захватывает, от того приятно. А я представляю вот этим приезжим людям, насколько им приятно, насколько с какой большой радостью они сюда приезжают. Будут они совершать прыжки с 3 мест, это Кязилом, Цейлом и Мятлом. Сегодня они уже прыгали, делали свои прыжки, такое открытие для себя уже сделали. Ну, завтра уже официально начнут. И по 16 часов у нас турнир будет проходить.
Фестиваль официально стартовал. Он продлится несколько дней, в течение которых бейсеры покажут все, на что они способны. Ну а мы будем следить за их выступлениями. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. И снова о пенсии и пенсионерах. Обсуждаемые сейчас в стране изменения в пенсионном законодательстве кардинальным образом затрагивают все основные компоненты пенсионной системы. К основным вопросам, которые будут решаться в ходе дальнейшего принятия этого законопроекта, можно отнести и корректировки президента страны. Быть отсрочки отдыха или нет, пока неизвестно. Тем временем большинство работающих пенсионеров не желают покидать свои рабочие места. И связано это как с привязанностью к любимому делу, так и с дополнительным доходом. К занятым пенсионерам можно отнести и нашего коллегу Хаваржа Аушева со стажем работы 30 лет. Он уже пробовал себя в статусе пенсионера, но сидеть дома без дела не смог. Репортаж Заремы Ивлоевой. Если у всего коллектива телевидения рабочий день начинается ровно в 9, то у отдела водителей и их начальника наступает он на полчаса раньше. До прихода журналистов в диспетчерскую Завгар и его подчиненные должны пройти несколько процедур. Одна из них – это осмотр автотранспорта. Если есть какие-то неисправности, то машина автоматически снимается с линии. Еще один немаловажный момент – самочувствие самих водителей. Транспорт. Диспетчерский. Всякие места я готов. Хоть давление стоит. Давление 23, ерви, арвальтец. Все, в этот день он отпадает. Или он на больничном ходит, и сосуд. Машина исправна, если арвальтец. На часах ровно 9, а значит, корреспонденты спускаются с заявками на автотранспорт. Без этого документа, в котором зафиксировано время и место выезда, ни одна служебная машина не выезжает с территории ТВ. Заявки 16:40. С Баруховой давай водить. Все, заезд когда? 19? Да, 19. Всего в автопарке телевидения 14 машин. Выездов ежедневно в 2, а то и в 3 раза больше. Задача заведующего гаража – грамотно распределить выезды, чтобы водители успели развести и забрать съемочные группы, которые разбросаны по всей республике. У нас здесь все сплоченно. То есть не может работать журналист без оператора, само собой, монтажера, автопарка. Все, каждый отдел, он нам нужен. Так как вот я, например, сейчас должен поехать на выезд. У нас очередной дорожный патруль, и по которому мы будем рассказывать о безопасности перехода проезжей части, то есть с детьми. Вот, непосредственно сейчас Завгар должен мне выдать машину, вернее, водителя предоставить мне с автомобилем. И, конечно же, он прекрасно понимает, что когда у нас дорожный патруль, машина должна быть в хорошем состоянии. То есть в каком плане? Чтобы стекло было, во-первых, чистое и не было на нем трещин. Потому что мы часто снимаем нарушения через салон автомобиля, то есть через лобовое стекло. Хаважу Аушеву 64, на пенсию, как и положено, ушел в 60. Тогда было и решил, что пора на заслуженный отдых. Но, просидев дома всего несколько месяцев, мужчина изрядно заскучал. Начальник автослужбы. 1,5 года у матушки. Транспорт отделе босс. Что суктится на здоровье декады, дольше декады на больше молодой. В Ингушетии по статистике из 100 тысяч пенсионеров 20 до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы и работодатели отпускать профессиональных специалистов. Ведь главный плюс людей пожилого возраста – их бесценный опыт. Это стало одной из множества причин, по которой не так давно в Госдуме и было принято решение о повышении пенсионного возраста. Пенсионный возраст предполагается повышать постепенно, чтобы люди могли адаптироваться к новым жизненным ситуациям, выстроить свои планы. Но хорошо понимаю, что сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие 2 года, установить особую льготу. Право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года,
сможет сделать это уже в июле 2019. То есть, повторю, на 6 месяцев раньше. Незанятость, уверен Хаваш, рождает стрессы и болезни. Поэтому он планирует и дальше заниматься своим ответственным делом. Зарема Ивлоева, Рахман Псуров, Новости 24. Индекс промышленного производства Ингушетии повысился и составил 109%. Основное влияние на формирование показателя оказал рост объемов добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств. В обрабатывающих производствах индекс составил 197% относительно 2017 года. На увеличение объемов выпуска продукции повлияла деятельность организаций металлургического производства. Индекс пищевых продуктов увеличился за счет переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции. Индексы производства по видам экономической деятельности, обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционированием воздуха и водоснабжения сложились на уровне 96%. Педагог, литературовед, член Союза журналистов России, человек, почти полвека посвятивший развитию национальной литературы. Абу Мальсагову сегодня исполнился бы 81 год. Он начал свою деятельность еще в студенчестве. Абу Мальсагов – автор многих учебников, хрестоматии, программ и учебных пособий по ингушской литературе для средних школ и вузов, по которым обучались несколько поколений. Индира Манкиева расскажет подробнее. Начало литературной деятельности Абу Мальсагова относится к студенческим годам, когда он учился на историко-филологическом факультете Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Уже тогда в периодической печати публиковались его рецензии, критические обзоры и литературоведческие статьи. Литературный критик литературный критик Дики махбеш, дикдар белвудеш, есолдар циеш, дар ковалаш, мэр дахолкам ялдеш таквар. Более 40 лет Абу Мальсагов плодотворно трудился над записью, исследованием и литературной обработкой ингушского фольклора, изучением сложных проблем зарождения и развития ингушской литературы 20 века. В различные годы были изданы его книги «Ингушский фольклор в боевом строю» и «В ногу с эпохой». Фольклорца, мы хуждеш, ветики халдацерс, халгаветик фельг мларри, фельг сагу ваша белавлар. Ханжох, фельгиш молдарю хан хамдес. История дезжох, цукаман цунах, цукаманах, хан хамдезжох, с хан хамьох, знах дикар даец долш, дисклуптач, фельги хиспе дезжох. Ведь садар фельг болшаны мгетис долша. Ощтунда, но сдерги цукаман хан душаньох. Цукамас нистан дио. Татахан извей фольклор холер бахан долш, сардаязер бахан долш, тахан юл живейс. Татсунда ведь цутол да вей истории мехтуахтиши. Последние 10 лет жизни Абу Мальсагов работал редактором журнала «Литературная Ингушетия». Он же был инициатором его создания. На его страницах публиковались многие неизвестные широкой публике произведения ингушских авторов. На этой литературной площадке молодые писатели имели возможность дебютировать. Абу Мальсагов постоянно работал с творческой молодежью, напутствовал начинающим писателям. В течение 15 лет он руководил республиканским творческим объединением молодых писателей. Для них он организовывал конкурсы и стимулировал для самосовершенствования. بولش بالنخي كزجاز دي تشقش حلقش بولبن بولش بولقون يازن خوي برقش بيرجي ديش تاجل بيرش خور تانيقي تشخكي في سيدو ملساقف أبوس بليف محمد سيدو جاق هيجر إش يازدي خوش بولش بالنخ ويقمني غير جوش باخيرتش مخلي يازدي جبولش إشي يازدي أجدل حمدات وخا سقق دحو القلوار ختصفيش فخيت دحو أغناخا يعني خيتش أصحم ليش قتاليوش تسقاني جاق هيجر إجناخ حجوش باخيرتش صق حنت دوش دو أصدق أصليلدير يوازن خو خوج واس يعني اسقام عبلو بول زلست أي دايواق اليوش دل حمد سرسا. Он сильно и мать, и отец он сильно опекал, уважал. Абу Мальсагов скончался на 70-м году жизни. Собранный им за долгие годы архив – бесценное национальное достояние, кладезь ингушской литературы и фольклора. Сегодня ему исполнился бы 81 год. Индира Манкиева, Зарина Могушкова. Новости 24.
Правительство России внесло государственную регистрацию рождения и смерти в рекомендуемый перечень госуслуг, предоставление которых может быть организовано в МФЦ по принципу одного окна. Вместе с тем, государственная регистрация рождения и смерти перестанет проводиться в МФЦ без личной явки заявителя в органы ЗАГС. В настоящий момент в такой перечень включены 67 госуслуг. В числе установленных страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, присвоение адреса объекту недвижимости, назначение и выплата пособий по рождению ребенка и прочее. Риск пожара увеличивается в разы с наступлением отопительного сезона. И в этот период следует быть крайне осторожными с электрообогревателями и газовыми плитами, напоминают в МЧС. Сотрудники этого министерства совместно со специалистами из «Газпрома» провели проверку частных домовладений на Сыркорта в целях профилактики противопожарной безопасности. Мероприятие прошло по инициативе местной администрации. Подробности у Наты Ивлоевой. Сотрудники МЧС и «Газпрома» совместно с работниками Назрановской городской администрации готовятся к отопительному сезону перед наступлением холодов. Они проводят подворный обход, проверяют счетчики и газовые трубы, выявляя утечку. К примеру, в одном из домов на улице Космическая специалисты обнаружили небольшое нарушение. Хозяин проложил от крановода до газовой плиты резиновый шланг. Но сегодня ревизоры никого штрафовать не стали, ведь мероприятие носит профилактический характер. Главное, чтобы люди поняли, если пожарная безопасность дома не на должном уровне, велик риск возгорания. Мы проводим проверку с помощью технических средств по инициативе администрации города Назрани. Мы проводим данное мероприятие, то есть обходим, делаем подворовые обходы, раздаем листовки, доводим информацию, как необходимо вести себя при утечке газа, что необходимо делать, куда нужно звонить. Данную информацию доводим мы. И по ходу этого мы обследуем газопроводы. Следующее нарушение выявили на улице Исмурзиева. Здесь нашли утечку газа, причем в 2 местах сразу. В прошлом году в этом же доме из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и невнимательности хозяев произошел хлопок газовоздушной смеси. К счастью, тогда никто не пострадал, но и тем не менее о своей безопасности тут никто не заботится и по сей день. Сотрудники МЧС провели с хозяином дома беседу, а также дали листовку с подробными разъяснениями о пожарной безопасности. Есть штуцер с крана после счетчика. Это грубейшее нарушение, так как они им не пользуются. Любое время сюда может ребенок подойти, открыть его, включить зажигалку, и могут быть неприятности. Так как мы хозяина предупредили, дали ему акт предписания, чтобы он устранил данное нарушение. Основной фактор возгорания дома – человеческая безалаберность. Именно она стоит заброшенным окурком, неправильно устроенным дымоходом, неисправной проводкой или утечкой газа. Ната Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Получать загранпаспорта нового образца биометрические станет проще. Теперь многофункциональные центры смогут выдавать биометрические паспорта. Данная услуга стала доступной с 1 сентября хотя бы в одном МФЦ в городских округах и административных центрах, где проживают свыше 50 тысяч человек. С 1 февраля 2018 года такие МФЦ должны располагаться в городских центрах муниципальных районов с численностью населения свыше 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения. Об этом сообщается на сайте Госдумы. Редкие экземпляры, ограниченный тираж, исторические артефакты. Для истинных коллекционеров цена – дело второе. Главное – урвать первым ценную вещь. Именно к таким увлеченным людям относится и Абубакар Султыгов. За полвека он буквально накопил множество уникальных предметов древности, холодное оружие, старинную посуду, медали. Все это в ближайшем будущем станет неотъемлемой частью собственного музея. Подробности у Мадины Пугоевой. Это периода Елизаветы. Тоже ценная, очень дорогая монета. Вот, редкая монета очень.
Советские рубли и копейки, современная зарубежная валюта и даже старинные монеты времен Николая II. В альбоме у Абубакара Султыгова хранятся деньги, которые никогда не обесценятся. Вот только заплатил за них коллекционер немало. Самая дорогая монета обошлась ему в 12 тысяч рублей. Впрочем, деньги не имеют значения, когда речь идет об истории целой страны, признается коллекционер. С таким же энтузиазмом он собрал десятки антикварных вещей. Килаш отсохо, 30 я пут ходишь до я. Не там что килаш. Алмачир пут. Ого, от да тон бежин отсохо, халилаш, около курчокс. Ого килаш отс. Что-то парьер. Коллекционировать ценные предметы Абубакар Султыгов начал еще в 1 классе. О том, что хобби превратится в дело жизни, тогда он даже и не думал. В конечном счете на поиск антиквариатов Абубакар уже потратил больше полувека. Часть собранных им экспонатов хранится в музеях республики, другая у него дома. краски. Сабля, старинная посуда, элементы женских и мужских украшений, часы, медали и ордена. Особый интерес у пожилого мужчины вызывает кольца, относящиеся к кабанской культуре. Подобная ручная работа привела в восторг Абубакара Султыгова, ведь он еще и ювелир со стажем. Тузам паят мыштят припоешь цахалч припоешь кадми хамлил мыштят царь сон татамишн бог белхаш держишь для туда да ер эшк держишь да бронзовый держишь да хартания бронзовый эшк разные держишь шишит второй хаджалил да доктор хамал. Самое приятное в коллекционировании – это возможность прикоснуться к истории, признается Абубакар Султыгов. Ее частичку он бережно хранит для подрастающего поколения. Абубакар хочет открыть свой собственный музей, который периодически будет пополняться новыми экспонатами и коллекциями ценных предметов. Возможно, чуть позже он создаст его виртуальную версию, благодаря которой пользователи интернета смогут знакомиться с частичкой истории, собранной коллекционером буквально по крупицам. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.